Добрый день, Так они же маленькие. большая страна и маленькая земля. Я бы с удовольствием назвал, какая сегодня дата. Я знаю, что идет август еще. Дату уже не знаю, не посмотрел. День недели тоже не знаем. В общем, живу в августе. Почему? Даже это не имеет значения, какая дата и так далее. Я знаю только, что вчера у нас появилась вечером вот эта машинка. Мы ее ждали, мы просили помочь нам приобрести ее. Люди откликнулись. И несмотря на то, что там постоянно где-то вот они, там то-то, сё-то, это все ерунда, что там кто-то чего-то через губу там по нашему поводу, так сказать, говорит. У нас большая радость. Мы 2 дня шли с рюкзаками, потому что не было у нас транспорта, чтобы перевезти весь наш обоз. И вот она вчера пришла, и сегодня мне вдвойне еще повезло. Я дежурный по кухне. Я ехал на этой машине утром, чтобы везти наши рюкзаки, там все это, котлы, чайники. Но только чайника 4 штуки, понимаете? Только чайника, не говоря уже обо всем. Воду, огромные баки, так сказать, все. И я ехал по трассе, которую ребятам, и я должен был идти эту. Я даже пошел уже, даже желтую куртку надел. Но меня так пальчиком. А ты помнишь, что 27-го? Сегодня 27 августа. Потому что в списке на дежурство я был на 27 число. И мне говорят, ты помнишь, что ты в списке дежурных? И я с трассы, я не очень люблю вот эти все кухонные дела. И я с трассы вернулся, но сел в машину, Игорь был за рулем. И мы ехали, и я вот эти смотрел, все эти перевал, потом деревня Десятниково, якобы лучшая в России, между прочим. Правда, она выглядит немного... Короче, там трасса, и все дома в 3 метрах от трассы. Лучшая в России, живешь лучшей в России в 3 метрах от большегрузов, 20-тонников, которые всю ночь ездят. Замечательная деревня, так сказать. Ну вот, я ехал и думал, а ребятам все это надо пройти сегодня пешком, 22 километра. И вот когда мы здесь приехали, тут, начали костер, лесники подошли, из органов власти правоохранительных подошли. Тут нельзя, у нас пожароопасно, туда-сюда. Я говорю, покажите пальцем, где костер развести. А у нас уже горел к тому времени костер. Мне показали пальцем. Я все заново сделал, обложил, камин, там все это сделал. И вот у нас все, так сказать, переехало на этой газельке. Я дежурный, у меня свободное время. И просто я хочу сказать тем людям, которые отправляли деньги, они все вот звенели в моем телефоне, он в куртке остался. Каждый перевод отзванивался, там была циферка. Циферок было много. Огромное вам спасибо. Знаете, телефончик иногда. И я шел тогда в колонии и говорил, каждый вот этот звук говорит о том, что кто-то в России нам снова помог. И вот, я готов ее гладить. Я готов на ней... завтра... одним словом, дальше я буду идти пешком, но она будет возить наши вещи, других дежурных. Они будут приезжать, и как я сегодня готовил для ребят вместе с Катей и Витей, моим тезкой. Это пара молодая, Катя и Витя, ой, хорошие ребята. Катю называй тихим ангелом. Тихонько такая, сварила суп, сварила макароны там, что-то еще сварила. Марина помогла, какого-то петуха там сварили. Короче, все сварили. Я буду просто идти и знать, что газелька все перевезла, что я приду, будет горячий чай, горячий суп, горячие макароны. Я поем, палатку расставлю, упаду, ноги вот так вытяну и пойму, что такое счастье, когда тебе помогают, серьезно помогают, по-настоящему помогают, транспортом помогают. Вот такой техникой, ей, правда, 10 лет, но я ее уже люблю. Я ее люблю.
Спасибо большое. Спасибо вам за то, что вы нам помогли. Спасибо за эту «Газель». Спасибо вообще за все. И тем, кто на дороге, и тем, кто помогает издалека. И у нас есть колеса, у нас есть ноги, мы движемся. И мы все равно будем там, куда мы идем. Корреспондент, московский комсомолец. Доброе утро, страна. Ребята, как ваши дела? Все отлично. Алёненький. Проснулись, выспались. Вот сейчас пьем чай, собираемся в дорогу. Поймал, ворона. Он не в том духе поймал. Я только сейчас грому молнии метал, и тут не могу быстро первого положить. Ну я буду как этот, как сказать? Подсказывай. Этот, как называется? Ну, смягчает. Громотводом Да, будет, громотводом. Да. Саш, передай привет стране. Страна, привет. Громы и молнии. Я вам шлю. Ребята, поздоровайтесь. Паша самую активную позицию проявил. Че, Жень, что интересного расскажешь? Спал как младенец в новой «Газели». Замерз, правда, немного. Холодно, да, было? Ну, прохладно. А так, ничего, нормально. Саш, ты как сегодня спал? Все хорошо? Мне это хорошо, у меня печка же. Да, а что, это Спали. хоть сделали, да? Сделали, ага. Сейчас буду экспортировать сюда эти Да. палатки. Не, они сделали коврики, вот это. На пол, стелить, да, ну. а с палатками договариваются. Палатки они уже делают. Делают, ну все. Палатки делают, отправят, да. Вместе с этими, как называют, ту палатку, пол есть который, вместе с ним отправят. Что, завтра в Улан-Удэ уже будем? Да, завтра в Улан-Удэ уже будем. Ага. Ищи место стоянки-то. Ищи место В стоянки. Улан-Удэ, Да, Ну. где стоять будем. в самом городе, дом. Ну, не самом, там где-то рядом. На с дороге, Кузовалкой, да. Да. Ребята, вы вкратце увидели у нас нового человека в отряде. О ней мы вам расскажем вечером. Вечером Женя постарается выложить ролик с коротким интервью. Анька пришел, ай, Да, будет ролик. ай, да И ленивый Дениса. мой ангел пришел. И вот девочка новая приехала. Хорошая девочка. Да, слушай. Витязь плохого не Да, скажет. поворачивай, ангел там сидит, поворачивай. А я... Ты Закидают тебя прибавись. помидорами сейчас. Сашка, ты попал чуть-чуть. Да, он копает. Прямо вкратце. Да. Так что, ребят, у нас все отлично, супер. Настроение тоже огонь. Собираемся вечером, заснимем ролик. Обязательно постараемся. Всем до Счастливо. скорого. Да, мы как раз остановимся. Воды попьем. Встали с дороги. Александр, давайте отойдем с дороги. Пойдем на стоянку, пойдем. Давай, все хорошо. Мы там на стоянку остановимся, чтобы машинам не мешать. Ой, как красиво. Ой, красиво. Здесь Красота. знаете, почему мы пришли встретить вас, помолиться? Вот пришли, потому что вот ваша риторика, говорит, я хочу идти с войной, хочу разжечь войну, хочу убить людей. Вот, и последнее вот возмущение Капри было то, что вы когда начали проклинать вот, наших людей, детей, внуков, я думаю, шаманы так. И вообще Вы шаманизм, это спрашиваете меня, я буду отвечать. да. Так я напрямую вам передам, какой я есть, а не там через информацию. Вот Да, такой да, спрашивайте, да. и я вам отвечать буду. Да. Так будет это, вы увидите меня самого настоящего, Хорошо. а не через интернет, там через Хорошо, другие лица. Хорошо. Вот поэтому спрашивайте вопросы. Как шаман скажу. Отсюда первый шаг, ты не шаман. Понял? Даже ты в себе не признал, ты это поймешь. Через 10 километров поймешь, что ты не шаман. Тогда у тебя душа успокоится и спокойно продолжишь свой путь. Хорошо?
Добро? Договорились? Ты сказал, я слышал. Но небо тоже слышало. И все услышали. Хорошо? Я угрозы не делаю, просто мы призвали всех тенгриев, всех божеств. И именно на святом месте мы показали тебя. Вот он называется шаманом, он воин и хочет свергнуть. Нам до политики до разницы. Нам гармония нужна. Нам не нужна война кровопролитная. Чтобы мой народ жил спокойно, без войны. И так нормально. Ну давайте вы вместе с нами пойдете, чтобы вот нести это, что давайте людское. У меня вот на это... Не было. Какой он шаман? Какой он шаман-воин? Сколько стоит посвящение? Я Саха, я шаман-воин. Все? Бог А это можно пройти? Народ. Что ты, тихо, стой. Ответ получили. Ответ получили. Алексей. Да, я скажу до конца. Уйдет. Слушайте нас. Ты Конституцию сюда не вписывай. Эй, Свобода передвижения. Конституцию здесь не бери. Здесь. Вы религию не трогайте, Из Якутии пожалуйста. что подумают о бурятах? Вы что делаете-то? Пускай снимает. Я житель Бурятии. Это я. Если вы за мир, За нас вообще ничего. Дайте нам проход. Вы за мир, вы за народ. Вы за мир. Пропаганда. Он вам ответил. Он вам ответил. Он шаман-воин. Ответил. Шаманы поют. Бог не виски. У нас своя дорога, не война. Это не война. шаманская община Тенгари. Мы видим уникальный случай, когда вот два десятка, а то может и больше шаманов собрались в одном месте в полном таком боевом облачении. Вот они сейчас бьют бубны, трещотками трещат, подготавливаются к встрече с шаманом Александром. Поэтому тут, если шаманы как-то придут к общему мнению, что на самом деле у них нет между собой противоречия, может быть, они придут к общему мнению. Хорошо рассказали.
что мы дорогие пришли. Понимаю, я не знал, что это будет, дорогие. Хотели поговорить. Конечно, я рад вам. Глаза добрые, Просто видите, вот эта гора идет вот как инкубатор, да? Понимаете? Инкубатор. Здравствуйте. Конечно. Уважение вам. Добрые люди. Хорошая встреча. Ой, добрые, Вот хорошие. наш учитель. Здравствуйте. Уважение встреча, уважение вам выражаю. Верховный шаман Республики Бурятия. Ай, спасибо, Махтал. Махтал. У нас такой же обычай есть, также мы бумнами встречаем, молодцы. Вот у нас вот такая полемика. Вот я недавно в мае был в Германии. Ага. Там был якут, шаман. Его звали сейчас. То ли Хангай или то ли Лык. И там собрались все шаманы. Вот такое событие. Ага, Южной Америки, Северной Америки, Африки были 20 шаманов. Ага, с Австралии, с Азии, с Сибири. И вот именно был такой очень большой слет. И здесь собрались вот люди, скажем, вот европейцы. Около было 30 тысяч человек. Как красиво-то, а? Ой, как красиво. И здесь, Красота. знаете, почему здесь эти глаз молиться? Вот пришли потому, что ваша Виктория, ваша, я хочу идти с войной, хочу разжечь войну, хочу убить людей. Вот. И последнее вот возмущение капли было то, что вы когда начали проклинать вот наших людей, детей, внуков, я думаю, что шаманы так. И вообще Вы это спрашиваете меня, я буду отвечать. да. Вот, так я напрямую вам передам, какой я есть. А не там через информацию. Вот такой спрашивайте, и я вам отвечать буду. Да. Так будет это, вы увидите меня самого настоящего. Хорошо. А не через интернет, там через Хорошо. другие лица. Хорошо. Вот поэтому спрашивайте. Ну вот ваши вот именно вот друзья, как говорится, они все снимают, многие, да, вот если взять, да, посмотреть, вот они снимают и ложь выкладывают о вас, понимаете? Вы... А теперь вы мне напрямую спрашиваете. Их тоже не обращайте меня. Вот я Всё, вами хорошо. вопросы задаваю. А тогда Я- зачем вы рядом себе вот их с ними Вы идете? хотите меня истинного узнать, задавайте мне Истинного вопросы. мы хотим- Насущные вопросы, я вам отвечу. Истинного Вот я есть. шамана. Не через них, не через И интернет. почему, Вот он. вот я спрашиваю, Александр Прокопьевич, да? Я вас спрашиваю, почему вот вы, как шаман, вот нарушаете основу нашей книги шаманизма? Аккуратно, тихо, очень много шаманов. Вот нас очень много, вот со всей Бурятии сегодня собрались и живут шаманы и в Якутии, Эвенков, Эвенов, Хакасов, Тувинцев и так далее. И вот именно основа религии, которой говорится, не убей, не враждуй, приноси людям гармонию, приноси людям свет. А почему вы это нарушаете и зовете людей на войну? Вот вы истинный шаман или вот почему так говорите, что шаман идет, шаман вот. Мы за это очень беспокоены. Один вопрос задайте мне, самый главный. Ну вот это Первый. самый главный. Мы за чистоту. Самое главное, это я настоящий шаман или нет? Да, настоящий шаман так не делает. Вот я спрашиваю вас. Я настоящий шаман или нет, спрашиваю. Да. Я отвечаю, да, я шаман. Дальше. И почему вот вы нарушаете основу религии? Я- Гармонию.
Я шаман воин, так мне велел Тенгри. Вы шаман. Нет. Слушай, Александр. Ага. Мы, однако, друг друга не слышим. Давай я тебе объясню. Есть в любой религии каноны, заветы, но ты вступил в священную землю шаманов-бурятов, ты не мог без нашего ведомства идти и проклинать наших детей, внуков, там кто был там. Очень много писали. И второе, ты взял нас святое вот это религию, Именно сделал шаман, войной. шаманизм. Именно шаманизм никогда не враждовал. Тенгрианство Историю- никогда не было такого. Историю сперва изучи, потом говори, что шаман был. Именно шаман остается. Да, мы все, то, что ты говоришь, прошли, именно посвящались по обычаю своему. Но в лесу пожив, шаманом никто не стоит. Да, тенгри могут сказать, может хозяева местности сказать. Это разные иерархические лестницы богов. Ты это определись. Ты какое у тебя посвящение? Что ты посвятился? И что несешь? Дает клятву, знаешь? Клятву шамана, что не убей, не укради. Мгм. И войной И идти войной тоже. идти нельзя. И уважать надо. Где идешь, ту религию, тот народ, чьи обычаи должны быть уважаемы. А у тебя почему-то здесь через наше священное место проходишь и собираешь народ. И именем шамана. Это нас самое беспокойство. веру опорочите. Можно я отвечу? Нет, Нет, ты не шаман, ты не шаман. Мы как шаманы, шаманом пришли поговорить. Я хочу, мое Хорошо, хорошо. можешь идти под другим, любым именем. Но, пожалуйста, Убивать оставь. Путина, Меркеля, Трампа. Это- Это кого хочешь, вот. Мы не закрываем. Раз ты воин. Но как Александр наше просто иди. имя, шаманскую веру, туда не втикивай. Пожалуйста. акцию не привязывай к Шаман, Пожалуйста, именно шаман мы тебе имя дорогу не закрыли. вообще не употребляй. Просто ты отреки, что ты не шаман, а воин. Просто Александр Может, воин. рука справедливости. Кем хочешь называться, но не шаман. Потому что ты задеваешь нашу сокровенную веру. Испокон веков наша вера, предки поклонялись и уважали. И ты взял, с говном перемешал, мы не дадим. Мы против. А вы за? Но пускай идет. Мы его дорогу не держим. Да, и пускай шаман. Ты не шаман, подожди. Ты стой. Ты сам скажи, ты, вот твои люди стоят, вот и все блогеры стоят. Ты скажи всем, я не шаман, или воин скажи, хоть кем, Распутин. Просто воин. Скажи, Но, Александр. или Ну, рука это его право же. справедливости, или что. Но только не шаман. Как его право? Его право. Нет, конечно. Его право. Нет, конечно. Я сам Вы из молчите Иркутска, на. из Тарасы. Я будущий шаман. Если человек имеет право говорить, что он шаман, он будет себя называть. Это его Пускай волеизъявление. посвящение получает. Тогда может называть шаман. Мы не имеем права. Не лезьте тоже. Сначала стань шаманом, потом говори. И стану. Вот Если стань, суждено будет, ну стану. вот стань, и потом Все, говори. я из Тарасы, из сильного рода. Тихо! Сколько бабосов надо Один пускай заплатить, чтобы говорит. шаманом стать? Дайте, стойте! Ты, Яков, у тебя есть шаманская вера. Да! А почему ты ее взял с говном, смешал? У тебя, что, твои предки довольны, что ли, этим? Нет. Вспомни деда, кем был? Денег сколько надо заплатить, чтобы шаманом стать? Это другой вопрос. А? Кем был твой дед? Вопрос скажите мне. Подождите. Воином, каким воином? Бегать в истинной войне воевал. Мой дед тоже воевал. И что? У нас все вот, мы все вот Вас внуки, обидело то, что кто-то из нашей команды вас внуки, бросил, да? правнуки тех дедов, прадедов, знаю, которые я умерли в войне. Он сейчас Вот шаманом. умерли в войне, и мы сейчас опять хотим развязать войну. Вам не стыдно? Вот смотрите, я Сколько- вот, да, я Стоять, уже стоять. ворон, Тихо. Иди отсюда. Нет, он никуда не улетит, Ну, он рядом со мной. Все. Можно Молчи, его вот, ответить? молчи. Он сказал, не обращайтесь. Все, идите. Идите. 7 лет скачал дука и сказал, я буду лама. Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Говорит, Тебе не вещи
Понимаете, Если ты как бы признаю, да и мудрый вам, человек, да и вам, как вы знаете, он ребенком становится и если говорит, ты мудрый человек, тихо, блин! Если вы мудрый человек, такой шаман, просни, загляни в свое будущее. Ты призываешь к тому, чтобы брат брата, сын отца убивал. Это что, кайфово? Революции тоже друг друга убивали. Этого кайфово? полиция что делает сейчас? Вы за полицию? Если вы там за людей, вы вставайте. Я за свою веру. Да. Мы не Это тоже политиканы. шаманская вера. Мы не Ну, я западный. политику не лезу. Твою дорогу не закрывай. Только откажись от шаманизма. Скажи, что ты не шаман, и все. И справедливый я воин за что-то. Пожалуйста, светлая дорога тебе. Пожалуйста. Но оставь нашу религию. Да и он лама в 7 лет сказал, что будет. А? Саша, можешь не Я отвечать вас им. слушаю. А тебе Ну, что отвечай. шаман? Слово шаман тебе что дает? Я шаман воин. Не, это слово ты оставь. Просто оставь, шаман. Ты просто скажи воин. Воин Александр. Александр. Да. Александр Великий. Что еще Такой сказать? хан. Чем угодно, но нашу религию не трогай. Я шаман воин. Вот моя. Время рассудит, кто был прав. Давайте так. И детей я вас не проклинал. Проклинали вы. Это, я внесу ясность, я снимал. Этот ролик взяли, специально вырезали. Там было сказано, если вы сейчас в нас будете стрелять, наши родители, это когда была стычка с милиционером в Мухачеве, я сейчас Вот. несу ясность вам Саша, всем. Послушайте, у вам тебя же говорят. Послушайте. Племянников же много у тебя? Конечно. Вот. Если ты вот это движение начнешь, потом их же убивать начнут. Тебе хорошо будет? О чем А думаете? сейчас ваши Сейчас дети Мы будем убивают. защищаться. Как ты будешь защищать? твои племянники Оружием. на тебя Если вы смотрят. все молчите за народ, да, я считаю так, народ сейчас бедствует. Александр, вас Александр зовут? Алексей, Вы ему меня отвечать зовут. не даете. Меня Алексей. Я вам говорю, вы Я там ему за людей. разрешаю говорить. Александр, людей же. ну вы в политику-то зачем? Мы просто религию. Вот именно шаман с ними убьет. Все, просто шаману. Нам важно, чтобы ты Люди сейчас шаманизм нашу великую религию, ага, людей защищают. религию не Он трогай. идет за человеком. Иди Если вы хоть там куда, хоть в сказали, Америку, что он мы не тебе шаман, светлой дороги вы дадим. встаньте, Пожалуйста. Да. кто-нибудь. Если он вам скажет нет, не откажусь, что будет? Да ничего не будет. Ну все, разрешите нам Давайте идти. мы пойдем. Но его Ответь. Пускай скажет, что он не шаман. Он же сказал, шаман. Он шаман воин, как он скажет вам не шаман воин? Он же не шаман. Шаман воин. Посвящения не было. Посвящался, какой он Какой он шаман? Какой он шаман воин? Сколько стоит посвящение Я ваше? саха. Я шаман воин. Его Бог назначил. Можно пройти. Народ. Бывает. Это у вас не бывает. Стой. Ты, Дорогу не перекрывайте. Дорогу не Алексей. Да, я скажу. Пусть идет своей дорогой. Уйдет. Слушайте Федерации. Ты Конституцию сюда не вписывай. Свое право на свободу передвижения. Конституцию здесь не бери. Вы что позволите? Сейчас сколько видеокамер снимает? Вы религию не трогайте, Из Якутии пожалуйста. что подумают о бурятах? Вы что делаете-то? Снимайте его, говорит. Я житель Бурятии. Это Снимайте. я. Если вы за мир, За нас вообще ничего такого не имеете против братья якуты. Это то, что собрался этот митинг. Это целенаправленная пропаганда. Пропустите человека. Пусть идет своей дорогой. Настоящий шаман так не делает. А вы тоже бы так бы не сделали. Вы бы пришли. Настоящий шаман вот так в кучу не собирается. Вы бы тоже бы пришли бы к нему с чаем, без телевизора, без телекома. Он замолчал. мирным путем защитить Конституцию России. Правильно, Дедушка Мороз. Правильно, пожалуйста, сначала поймите нас, а потом уже осуждайте и не препятствуйте нашему служению. Почему он должен отказываться? Хотите с шаманом поговорить? Говорите. Не перекрывайте. Дайте нам дорогу, где можно Вы говорить. сказали, дорога не Разве здесь перекрыта, можно разойдитесь, говорить? вы пошли дальше. Да не важно почему. Вам уже Свои ответили. взгляды он здесь должен нести как личность, как сам человек. Это наш Кто-нибудь из блогеров один есть? Один, который свободный. Я иду со своей религией.
Домой придете? Давайте я возьму. Почему шаман? Это клятва шамана. У нас Конституция на всех. И на христиан, и на тех, кто исповедует Будду. Можно идти, он же ответил. Александр, он никак не шаман. Дети молились за мной. Нет, конечно. Только нарушение Конституции. Вы поймите, это столкновение. Это не дискуссия. Давайте кто-нибудь, если вы за гармонию, пусть кто-нибудь из вас, один шаман присоединится. Вы точно не шаман. Да считайте как хотите, дайте дорогу только. Мы же за народ. Народ. Когда сюда шли, волки были. Да. Еще что было? Про дерьмо говорили. Медведь был. Да. Это, знаешь, что это обозначает? А здесь святое место. Здесь камеры, имейте в виду, разглашение далеко тоже. не пойдешь так. А вы пойдете, вы за народ, вы пойдете, тогда с нами вставайте, поправите нас, дороги поправите, своей рукой направить. На границе Республики Бурятия надо было встречать. Он там кланялся, он здоровался с Республикой Бурятия, самой землей, обряд делал. Все это было. Вы сказали, когда он Верно. ваши слова. Мы пойдем дальше. Против войны. Вы-то народ призываете к войне, а шаманы против войны. Давайте как мужики Я вам еще раз говорю. Шаманы против войны, а вы к войне наоборот призываете. Народ, балаган. Давайте встанем где-нибудь, постоим нормально. отвечать, а не они за вас. Саша, они Пускай они много станут за тоже не вашими говорят, они плечами. провоцируют специально, чтобы ты сказал неправильные слова. Ты можешь вообще не отвечать? Почему вы не называетесь попом тогда? Почему вы трогаете религию? Вы сказали, зададите вопрос. Шаманы так в кучу не Вы сбиваются. сказали, зададите вопрос. Да вы самозванцы. Закупленные, блин, шаманизм. Какой вы? Он бесплатно стал шаманом, а вы за деньги. Вы не шаман. А вы наш путь оскорбляете. Да, даже по всем канонам обычаям была граница. Вы сказали, зададите ему вопрос, шаман он или нет. Он ответит на ваш вопрос, мы пойдем дальше. Просто поговорить. Скажите, Здесь есть боги. Боги растут. Сказали, что то есть невозможно достаточно, ничего не будет. Народу свободно. Когда им ответ понравился, Никто никакой войне не призывает. Призывает пробудиться. Это война, революция сознания, чтобы у людей была. Вот и мы за мир и за гармонию. Подожди, давай Саша скажет. Давайте Саша скажет, помолчите. только под своим именем, но не под религией и не под шаманизм. Как человек сказал. Как человек, я как Александр иду, я выбрал свой путь, я иду. Пожалуйста, идите до Путина, хоть куда. Но религию и шаманизм вы не вмешивайте. Не трогайте. Вообще не трогайте. Мы его называем шаманом. Вы Это наше понимаете, право. это у вас просто кличка. Вы не истинный Считайте как хотите, пусть кличка просто. Не порочьте религию нашу. Человек вправе себя называть кем он хочет. Да. Как уже не шаман, Имеет право. как человек. Ну давайте отойдем Вы тогда. помолчите, дайте поговорить. Не вы его родили, чтобы ему рот закрывать. Вы же сами закрываете ему Не рот. вы его родили, чтобы ему рот закрывать. закрываете Ему ему Бог рот. дал голос. Как хочет, так говорит. Вот вы помолчите, Это его дайте ему право. право голоса. Он хочет говорить, Его право, еще раз говорю. Чтобы... Он какое право? И там говорят. Давайте я скажу, ребята, а? Все, пожалуйста. Я как обычный человек тебе скажу, как. Что у тебя на сердце? Сейчас идешь этим, что несешь? Тенгри сказал. Ну, Тенгри сказал, ладно, понял. Услышал я тебя. Тенгри сказал, что ты шаман. Я услышал. Иду и выполнять Я тебе дорог не закрывал. Просто как обычному человеку.
как ровесник. Ты пришел в Забайкальский край. Оттуда ты сказал, что ты шаман. Ага. Да. Но мы услышали, и все пришли тебе облагоразумить. Пожалуйста, попросить. Пожалуйста, не трогай нашу идею. Проходи мирно. Пожалуйста, мы тебе даем язык. Я тебе Говори, да. Чтоб ты сам понял, для чего рожден, для чего. Ну ладно, ты понял, что тебе тенгрис надо, ты воин. Ладно, я соглашусь. Но, слушай, что изменишь? А в себе? В себе тоже изменю. Что изменишь в себе? Я ничего не Вот это ты прольешь кровь или что-то сделаешь. Ты как этим оставшимся, без детей, без брата, без отца оставшимся, как будешь в глаза смотреть и спать? Спокойно. Спокойно, да. Ну хорошо. Славный тебе путь дорога. Хорошо? Но отныне ты шагнешь. Я, как шаман скажу, отсюда первый шаг, ты не шаман. Понял? Даже ты в себе не признал, ты это поймешь. Через 10 километров поймешь, что ты не шаман. Тогда у тебя душа успокоится. И спокойно продолжишь свой путь. Хорошо? Добро? Договорились? Ты сказал, я слышал. Но небо тоже слышало. И все услышали. Хорошо? Я угрозы не делаю, просто мы призвали всех тенгриев, всех божеств. И именно на святом месте мы показали тебя. Вот он называется шаманом, он воин и хочет свергнуть. Нам до политики до разницы. Нам гармония нужна. Нам не нужна война кровопролитная. Чтобы мой народ жил спокойно, без войны. И так нормально. Ну давайте вы вместе с нами пойдете, чтобы вот нести это, что давайте людское. У меня вот, на вот, это, у меня миссия другая. Ну есть народ у вас. Слушай, В общем. у меня миссия другая. Здесь кто живет, каждый день кто-то хромает, кто-то болеет, его лечат, роталии. Несчастные, нас с этим боремся. Сколько стоит излечиться? У нас тариф. Ну, кто-то должен, наверное, быть сгулять там. Да. Молния. Ну вот ты тут собрался, пожалуйста. Я как человек обычный иду. А я так говорю, если вы говорите как шаманы, пусть с нами пойдет шаман, который вот настоящий шаман. Скажет там Саша то неправильно, это Алексей, неправильно. Поправит. Поправит. Ну, у вас тоже пачканы шаманы. Умею Вы поправляете. слушать. Я хочу услышать именно твое мнение. Не только это про войну Путин мне по барабану, а именно как человек, как шаман, ты говоришь, мир видишь, что хочешь. Ну ладно, убьешь кого-нибудь, дойдешь, не дойдешь. Это мне глубоко без разницы. Но в чем виноват мирный людей? Скажите. Вот ты будоражил весь народ, ведешь, будоражишь. О чем они виноваты? Мирный народ будет защищаться. От чего? Путин нас выдал тендер. И все, да? И все. Ну, свернешь этого Путина, там другой станет. И что дальше? Что изменится? Демон больше не придет. Придет тысячи человек, 1000 лет будет мир. На это я пойду. Так сказал тендер. Ну хорошо, твое тенгри сейчас здесь слышит. Конечно. Но И ваши слушают. тенгри... Я его вот вам задал как вопрос. Вы, пожалуйста, не вмешивайтесь, когда разговаривают двое Видите людей. одного шамана, который Мы, будет. как шаман, Я никого не запрещаю говорить. Я, может, тоже скоро. Все пусть говорят. Я на это. Ну, конечно. У нас такие законы. Да, законы. Все пусть говорят. Все мы Свобода равны. слова есть. Да, Да, есть. в России, да. Государственные законы есть, каноны есть. Но, пожалуйста, я в государственный закон не лезу. Ты мне только не трогай мою религию.
она так Мой народ не трогает. Да никто ваш народ не трогает, и вашу религию. Вы же сказали, что вы шаман, вы меняете, Да. вы же за войну. Шаман рожден, чтобы помогать. А если ваши люди добровольно хотят с нами оскорбляют. как нам быть? Пускай едут, никто их не Да, верит. потому что у них... Но только под другим знаменем, под именем Александр, они под шаманы, Почему они воины, должны себя по памяти под наши речи. называть? Сейчас опять начнем. Это Шаманами. Вам же дали. Это ваше мнение, Вам, как они там Александр. должны себя называть, и как они должны... Вы же с Мы рождения. тоже вы же имеем родились полное в право спокойно идти. Мы идем. А почему вы нас тут окружили-то и не даете нам идти? и также шаман Загораживайте нам Почему вы дорогу. порочите имя вот шаманизма? пришел. Никто его не порочит. В чем оно У порочит? нас Потому что вы проклинаете детей, на которых Детей кто именно проклинал? Вы конкретно пальцем покажите, кто. вы знаете сами, кто из вас это. Тот человек, который это сказал, был изгнан из отряда и ушел. уже 7 лет Всё? поставил на ВК ссылку. Давайте Еще послушаем вопросы диалог, есть? простите, пожалуйста. Не обращаю внимания. Это слабость. Я же не обращаю внимания. Хорошо. Вы же подарили. Вот это именно если ты шаман, должен чувствовать энергию земли. А почему ты здесь, именно в святом месте, не поклонился перед входом? Когда я тебя встретил вон там, вон вход, Так это уже придирки какие-то начинаются. ты должен был чувствовать, Отдай назад эти ты брошюры. знать. Если ты великий шаман, ты должен все каноны выполнять. Я шаман, воин. На уходе воин. Че скажешь, что у нас уходит? Что шаман тоже уходит. И воины предки были. Но никогда они войны не развязывали. Раз. Это твоя война, я не лезу. Но, пожалуйста, не трогай нашу. Как только Александр ступил сюда, на эту землю, его окружили со всех сторон, и он должен был поклоняться тут успеть. Когда? Потому что здесь святое место. Каждый шаман проходит здесь поклониться. Должен, да. А он поклонился, видел. Можно? Он не кланяется. Его загородили сразу толпой. Мой тенгри, начало. Он мимо Он должен на мимо коленки проходит, упасть и поцеловать не землю или за как? вас. Давайте поаплодируем. Давайте пробуем все. Давайте, детки, берите. Давайте пошире круг немного. Давайте шире, но. Спасибо. Ребята, подходите.
Не бойся, сына. Иди, Сапожка. Иди. Че, сына? Я не пью.
хорошими намерениями, чтобы всем раздавать. Сашка, Ворону одну дай. Владимир Владимирович одну можно девушку. Да? Еще на Байкал. движение. Ну и подержи его так же. Да. А ты мне веревочку. Давай. Я после. Я рядом. Вот. Я тоже. Давай, я тебе веревочку. А можно девушку еще одну, а у нас нашему парню. Askeri ikut segini mini ini hal betul boleh ismina. Untuk tentang kemana nak betul? Ini kaya betul. Ini saya kemusta. Kan nama ada betul kan? Игорь, отдайте.